Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем уроки из курса «Человек и общество». Его проведу вам я, Лавринова Екатерина Вадимовна. На прошлом нашем занятии мы с вами говорили о познании и самопознании в нашей жизни. Обсудили особо важное значение самопознания для каждого человека. Еще раз напомнили себе, что здоровье – это одна из наивысших ценностей. Перед тем, как мы начнем наш урок, я предлагаю вам повторить материал, изученный нами ранее. Первый вопрос. Человек соединяет в себе два начала, две стороны. Назовите их. Это биологическая сторона и социальная сторона. Второй вопрос. Как звали ученого-психолога, составившего пирамиду потребностей человека? Звали его Абрахам Маслоу. Совершенно верно. Совокупность всех живых организмов, объединяющих в себе человека, животных и растения, различные микроорганизмы с окружающей их неживой средой, называется экосистемой. Молодцы, ребята! Следующий вопрос. Вспомните и ответьте, сколько у человека существует органов чувств, и перечислите их. У человека выделяют 5 основных органов чувств. Это зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. И последний вопрос. Что такое самооценка человека? Самооценка – это оценка человеком самого себя, своих качеств, способностей, особенностей своей деятельности. Молодцы, ребята! Вы успешно справились со всеми вопросами. В начале нашего сегодняшнего урока я хочу рассказать вам притчу. Давным-давно на далеком острове жил мальчик. Он жил совсем один. Никто его не воспитывал, никто не наказывал. Ни с кем он не делился орехами и фруктами. Но было этому мальчику очень грустно и одиноко. Однажды он отправился на берег моря, и вдруг навстречу ему вышел седой старик. Он был очень старый, но очень мудрый. «Куда ты идешь?» – спросил старик. «Я иду искать место, где мне не будет так одиноко. Я знаю, как тебе помочь. Идем со мной». Он привел мальчика в свой дом, где жили его дети и внуки. «Послушай», – сказал старик, – «мы все живем в одном доме, вместе радуемся, вместе грустим, вместе едим то, что дала нам природа, помогаем друг другу. Оставайся, я буду тебе дедом, мой сын и его жена станут отцом и матерью, а мои внуки будут тебе братьями и сестрами». Мальчик остался. И через некоторое время он понял, что только теперь научился радоваться и стал по-настоящему счастливым. А произошло это потому, что у него появилась семья. Эта притча, ребята, тесно связана с темой нашего урока. Сегодня мы поговорим с вами на такую важную тему, как роль семьи в обществе. Для того, чтобы мы смогли определить роль семьи, или, иначе говоря, ответить на вопрос, в чем польза семьи для общества, первоначально мы вспомним, что такое семья, и назовем функции семьи. План нашего занятия. Что такое семья? Функции семьи и роль семьи в обществе и государстве. Для каждого человека слово «семья»
имеет свое значение. Вот что написано в словаре Сергея Ивановича Ожегова. Семья – это группа живущих вместе близких родственников. Семья – это не просто родственники, живущие рядом. Это близкие люди, которые сплочены чувствами, интересами, идеалами, отношением к жизни, говорил Владимир Иванович Даль. С социальной точки зрения, семья – это малая социальная группа, члены которой связаны браком или родством, общностью быта, общим бюджетом и взаимной моральной ответственностью. Семейные ценности – это в первую очередь здоровые родители и счастливые дети. Семья – это мама и папа. Семья – это счастье. Семейные ценности – это любовь и уважение. Это внуки, дети, это наше будущее, вот наши семейные ценности. Это мои дети, это мои внуки, это моя любовь, вся моя жизнь. Это ответственность, это воспитание, это знание. Ты уже передаешь то, что знаешь. Семейные ценности заключаются прежде всего в любви и уважении друг к другу. Семейные ценности, конечно, это прежде всего сама семья, дети и внуки, благополучие. Как мы видим, какое бы определение семье мы ни дали, во всех значениях есть одна общая черта – это единение. На протяжении всей жизни человек входит в состав множества самых разных групп – своих сверстников, друзей, школьный класс, спортивная секция и другие. Эти группы могут быть разными и меняться по своему составу. И только семья остается той группой, которую человек не покидает. Семья – одно из немногих мест, где человек может почувствовать себя личностью, получить подтверждение своей значимости и уникальности. А сейчас я предлагаю вам выполнить необычное задание. Вспомните, пожалуйста, как зовут ваших родителей, только полностью – фамилия, имя и отчество. Когда они родились, где? Если вы смогли вспомнить, хорошо. Если не смогли, не расстраивайтесь. Узнайте у своих родителей. Но этого мало. Ведь у вас есть родословная. У ваших родителей тоже есть родители. И у родителей тоже были родители. Родословная – это свод данных, описывающих происхождение человека от его предков. Аристократы хранили в памяти, записывали и передавали своим детям имена и фамилии, точные даты и места рождения, особые биографии всех своих предков до 15-20 колена или поколения. Сегодня нам, конечно, очень трудно воспроизвести свою родословную до 20-го колена, но попробуйте с помощью родителей вспомнить хотя бы 3 поколения ваших предков. Существует отдельная наука, изучающая родословную. Называется она генеалогия. Если мы обратимся к истории, то сможем сказать, что семья зародилась в первобытном обществе, прошла долгий путь своего развития, но всегда играла большую роль во взаимоотношениях людей и выполняла разные функции. Что же мы можем отнести к функциям современной семьи?
Давайте определим основные. Во-первых, основной функцией семьи является функция продолжения рода, или еще она называется репродуктивная. Благодаря этой функции осуществляется прирост населения. Вторая функция семьи – воспитательная. Именно в семье человек получает свое первоначальное воспитание. В семье нам объясняют, что такое хорошо, что такое плохо. Следующая функция – хозяйственно-бытовая. Заключается в совместном ведении домашнего хозяйства и распределении обязанностей по дому между всеми членами семьи. Четвертая функция – эмоциональная или психологическая. У каждого члена семьи есть потребности в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, психологической защите. Они вместе переживают радости и горести, переносят боль, восторгаются успехами. Невозможно себе представить семью, где плохое или хорошее настроение одного человека не передавалось бы остальным членам семьи. Итак, обладая знаниями, что такое семья и какие она выполняет функции, мы сможем ответить на главный вопрос урока: в чем же состоит роль семьи для общества? Все мы живем среди людей, общаемся с ними. И, разумеется, каждому из нас хочется, чтобы эти люди, окружающие нас, были добрыми и честными, справедливыми и отзывчивыми. Как мы сказали раньше, одной из обязательных функций семьи является воспитание детей. Семья первая формирует в каждом ребенке личность и будущее полноправного гражданина государства. Дети – это будущее любой страны, и во многом от того, какое они получили воспитание, какие ценности им были привиты, и зависит будущее человечества. Также с течением времени меняются традиции, связанные с семьей. Если раньше обязанность обеспечивать семью ложилась на отца, а воспитанием детей занималась мать, то сейчас оба родителя стараются и работать для содержания семьи, и участвовать в воспитании ребенка. Также постепенно меняется количественный состав семей. Традиционно для семей Средней Азии, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана семьи были большими, многодетными. Старшее поколение проживало со своими детьми и внуками. Сейчас и эта традиция постепенно отходит на задний план. Снижается рождаемость, поэтому государство ведет активную политику для поддержки семей. Благодаря взаимодействию с более старшим поколением, с родителями, бабушками и дедушками, дети получают определенный жизненный опыт. А в наши дни иногда можно встретить и обратный процесс, когда дети помогают старшему поколению в освоении определенных навыков. Семья считается ячейкой общества. Мы можем сделать вывод, ребята, что без семьи, главной составляющей социума, не было бы и развивающегося современного общества. Давайте подводить итог. В начале урока мы составили план занятия, чтобы поэтапно ответить на все интересующие нас вопросы. Итак, мы определили, что такое семья. Семья – это малая социальная группа, члены которой связаны браком или родством, общностью быта, общим бюджетом и взаимной моральной ответственностью. Повторили такие термины, как родословная и генеалогия. Родословная – это свод данных, описывающих происхождение человека от его предков. Генеалогия – это наука, изучающая родословную. Перечислили основные функции семьи, такие как репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-бытовая и психологическая. Выявили большую роль семьи для общества и государства. Предлагаю вам
выполнить несколько заданий на закрепление нашей сегодняшней темы. Первое задание. Вам предлагается ряд утверждений. Наша задача прочитать их и найти утверждения, в которых допущена ошибка. Иначе говоря, найти неверные утверждения. Первое. Одной из основных функций семьи является продолжение своего рода. Второе. Вступать в брак может человек, достигший 21 года. Третье. Ведение совместного домашнего хозяйства не является обязательным признаком семьи. Четвертое. В многодетной семье должно быть 4 ребенка и более. Пятое утверждение. Родословное – это свод данных о родственниках человека. И последнее, шестое – психологическая функция семьи и эмоциональная функция семьи. Это одно и то же. Прочитайте еще раз внимательно все утверждения. Давайте выполним проверку. Утверждения, в которых были допущены ошибки, это: вступать в брак человек может только с 21 года. Мы с вами помним, что человек может вступать в брак уже с 18 лет. Следующее ошибочное утверждение – это: ведение совместного домашнего хозяйства не является обязательным признаком семьи. Из самого определения термина «семья» мы знаем, что семья – это люди, которые проживают вместе и ведут совместное домашнее хозяйство. И еще в одном утверждении была допущена ошибка. В многодетной семье должно быть 4 детей и более. Согласно законам Кыргызской республики, многодетной семьей считается семья, в которой 5 и более детей. И второе задание. Мы с вами сегодня говорили о роли семьи в государстве. Давайте перечислим еще раз, какую пользу семья приносит государству и обществу в целом. Во-первых, это прирост или увеличение населения за счет рождаемости детей в семьях. Вторая важная роль, которую играет семья, это воспитание подрастающего поколения, создание условий для становления личности в каждом человеке. Еще мы можем отнести сюда же это передача опыта и определенных традиций из поколения в поколение. Ребята, надеюсь, что вы успешно справились со всеми заданиями. Семья – это счастье, любовь и удача. Семья – это летом поездки на дачу. Семья – это праздник, семейные даты, подарки, покупки, приятные траты, рождение детей, первый шаг, первый лепет, мечты о хорошем, волнение и трепет. Семья – это труд, друг о друге забота. Семья – это много домашней работы. Семья – это важно. Семья – это сложно. Но счастливо жить одному невозможно. На этом позвольте завершить наш сегодняшний урок. Спасибо за внимание и до новых встреч!